заголовок. Нет популярнее романа, чем про Онегина, Татьяну и Ольгу. Как она беспечна. И Ленского в тоске извечной. В какой нейтральной стороне, будь то в деревне или в Москве. Онегина кто не читал? И я, как всякий, узнавал. Картины русской старины и не познали счастья. Энциклопедия российской был назван критиком одним роман, рассказ о жизни русской. Во многом я согласен с ней. Но между тем язык французский был модным, рос на ниве русской. Хоть нам француз и досадил, но гувернеров насадил по всей России. Тут и там, и месье, и мадам. В салонах чопорный народ как может только переврет. Картавит славный по углам. Антон, месье, бонжур, мадам. Наливку за столом глотая, французский уж смешав с вином, он о законах рассуждает. За просто так. О том, о сём. Когда полозья, снегоходы, въезжали тихо во дворы, с собой без шубы бобры любезно челюсть принимала. Скрипя подошвами по залу, в развалку чинно, не спеша за стол садились господа. Среди них был гость один. Он не вельможный дворянин, хоть мал был ростом. Рядом с ним в детей все сразу превращались, к нему тянулись, улыбались. Между них он был, как исполин, поэтов первый господин. Он наше все, он наш герой. Да, это Пушкин. Молодой, стремительный, веселый, умный, он декламировал, и шумный народ в минуту замирал. Стихами он очаровал. Он рассказчик был чудесный, и в вист играл, и было тесно, вокруг него друзья всегда. Хотелось бы попасть туда, в тот мир далекий, интересный.